Самые главные актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня понедельник, 27 февраля. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о всех последних событиях на полуострове и в мире. День сил специальных операций в Симферополе состоялся митинг, посвященный событиям Крымской весны. Абсолютно большинство крымчан сумело выразить свою позицию, отдать свой голос в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Крымские татары не желают жить в Украине. В Крыму провели социологический опрос среди крымско-татарского населения. 99 лет со дня смерти сына крымско-татарского народа Нумана Челебиджихана. В Симферополе состоялся турнир по вольной борьбе памяти героя России Александра Достовалова. Это перспектива уже для сборной Республики Крым, которые вольются через 2-3 года уже во взрослый состав. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Сегодня в Симферополе в сквере Республики возле памятника вежливым людям прошел митинг, посвященный Дню сил специальных операций, приуроченный к событиям Крымской весны. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители народного ополчения и жители крымской столицы. В этот день, 27 февраля 2014 года, люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного Совета и правительства Автономной Республики Крым, а в последующие дни аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты на полуострове. Они же способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди». Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек подчеркнул, что вежливые люди, бойцы сил специальных операций, обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. Именно благодаря присутствию сил специального назначения в Крыму абсолютно большинство крымчан сумело выразить свою позицию, отдать свой голос в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией, тем самым предопределив будущее нашего благословенного полуострова в составе России. Советник полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Константин Бойко отметил, что вежливые люди являются гарантом стабильности и мирного существования в Крымском регионе. Предельная корректность и аккуратность, с которой действовали российские военнослужащие, показала всему миру сегодняшнюю российскую армию. Высокотехнологичную, боеспособную, непобедимую и вежливую. Способную, без всяких сомнений, выполнить любые, даже самые сложные, не побоюсь этого слова, ответственные боевые задачи. Сотрудник полка народного ополчения Александр Корнев рассказал, что в 2014 году для сохранения мира на полуострове основными функциями ополченцев было блокирование украинских армейских частей и учреждений. Блокировали силовые ведомства, мы блокировали учреждения, и в том числе и воинские части. Большинство людей стали на защиту своего Крыма, на защиту своей семьи. С 2015 года в России 27 февраля отмечается новый профессиональный праздник – День сил специальных операций, установленный указом президента. Силы специальных операций Российской Федерации – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны Российской Федерации. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Президент Украины Петр Порошенко пообещал не оставлять крымчан без поддержки, обвинил Россию в грубом нарушении прав человека на полуострове. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского президента, отметил, что крымчане будут благодарны Петру Порошенко, если он оставит полуостров в покое, поскольку помнят его заботу в виде разного рода блокад. Жители полуострова поддержку Порошенко прочувствовали еще в 2014-м после перекрытия подачи воды в Северокрымский канал. Затем с заботой о крымчанах была устроена продуктовая блокада, а венцом заботы стало обесточивание полуострова руками в зимние морозы в 2015 году, сказал Руслан Бальбек. В
Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, в рамках которого работает информационный стенд Республики Крым и Ялтинского международного экономического форума. Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел на стенде презентацию инвестиционного потенциала Крыма и предстоящего Ялтинского международного экономического форума. По его словам, в ходе форума крымские правительства планируют подписать соглашение о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Стенд Республики Крым будет работать все дни проведения инвестиционного форума. В Джанкое состоялось торжественное мероприятие, посвященное третьей годовщине Крымской весны, на котором были вручены памятные знаки отличия благодарности от главы администрации и председателя районного совета. Подробности с места события от нашего корреспондента Асана Бибулаева. Первый командир сводной роты народного ополчения города Джанкой Юрий Щербаков выразил благодарность всем участникам Крымской весны, всем, кто в нелегкое время обеспечил безопасность Крыма, а также тем, кто оказал гуманитарную помощь матерям, женам, сестрам, братьям, друзьям ополченцев, которые несли теплые вещи, продукты питания и все самое необходимое. И ребята, не жалея сил, энергии, полностью занимались обеспечением безопасности. Мне и нашему управлению это очень приятно, что все жители города оказывали различную помощь, но особенно хотелось выразить непосредственно членам нашей организации, которые участвовали в этом активно. Наш соотечественник Булат Сейдометов был также награжден памятной медалью, считая, что крымские татары являлись активными участниками Крымской весны и внесли весомый вклад в обеспечение мира в Крыму. Крымские татары также мы вели активное участие, принимали активное участие в охране, и на Чингаре стояли, и на Армянске были, и по городу мы патрулировали ночами, также все смотрели за порядком. Входя в состав Российской Федерации, мы также, крымские татары, приняли активное участие и на выборах, и голосовали активно. Член правления общественной организации Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Антон Лященко отмечает, что в то время происходило удивительное. Люди всех национальностей в едином порыве объединились и отстаивали интересы своего демократического общества. Люди не согласны были с навязыванием киевского режима. То есть у нас приветствуются все национальности, все люди братья, все равны в нашем городе, на нашей крымской земле. Мы все дружны. И это именно и показали мы в феврале 2014 года. Председатель Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым Армен Мартаян рассказывает, что когда возникла опасность проникновения правого сектора на территорию полуострова и существовали реальные угрозы дестабилизировать межнациональную обстановку на полуострове, то в один ряд собрались люди всех национальностей, чтобы защитить свою землю. Собрались в один ряд, в один полк, собрались люди, независимо от национальности, вероисповедания, пола. Собрались, стали в строй и, не замечая, кто рядом, татарин, армянин, русский, украинец, защищали от проникновения этих данных людей, которые хотели сюда впускать, внедрить межнациональную рознь, создавать ситуацию такую, которая была на Майдане. Слава Богу, этого не произошло, благодаря тем людям, которые влились в ополчение, создали народное ополчение, встали и защитили наш мир, наши семьи и нашу независимость. Руководители организации отметили, что в коллективе сформировалась дружная, сплоченная и сильная команда, с которой вместе планируют идти дальше и осуществлять эффективную работу. В будущем планируется переформатировать организацию, дать ей дальнейший толчок и новый импульс. Главной целью и задачей является собрать активных жителей, которые будут отстаивать интересы города и способствовать благоустройству и развитию Джанкоя. Асан Бибулаев, Асан Зивадинов, телеканал Милет. Крымские татары, согласно опросу, не хотят переезжать на Украину. По данным последнего социологического исследования, направленного конкретно на представителей крымско-татарского населения, при ответе на вопрос «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на Украину, в другую страну?», 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он отметил, что эти цифры показывают, что жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону. А в интернете уже появились посты с бурным обсуждением ситуации вокруг российско-украинских отношений.
Многие наши соотечественники, живущие на Украине, уже заявили, что в России к крымским татарам относятся намного лучше, чем в Украине. «Знай наших». Гимнастка из Крыма на чемпионате России по художественной гимнастике заняла 8-е место. Ее соперниками были 300 участниц из разных регионов России. Также недавно состоялся чемпионат в Краснодарском крае. Наша соотечественница Рузия Муртазаева представляла Крым и заняла 2-е место. Сегодня с юными спортсменками встретился депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Депутат отметил, что крымские спортсмены всячески будут поддерживаться на правительственном уровне. Все подробности в сюжете Софии Шукровой. 11-летняя гимнастка Нона Нянина с 3 лет занимается художественной гимнастикой. Говорит, все время уходит на тренировку. Даже в школе девочка обучается на заочной форме. Нона неоднократно принимала участие на соревнованиях за пределами Крыма и всегда достойно представляла нашу республику. И в этот раз на чемпионате России в Казани среди 300 участников Нона Нянина вошла в 10 лучших гимнасток России. Я была 2 раза в Иваново и заняла 2 раза 1-е место. Потом была на Южном округе в Краснодаре, заняла там 3-е место и попала на чемпионат России в Казани. Потом поехала в Казань и выступила там, потом попала в финал. В финале выступила и стала 8-й. Там было человек 300, наверное. С детства Нона мечтала стать гимнасткой, но теперь девочка ставит новые цели. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. И хочу сказать большое спасибо моим тренерам, когда появилась Анна Александровна, Руслан Исмаилович. Благодаря им у меня появилась фирма «Форвард», и родителям стало легче меня поддерживать. Еще одна гордость республики – это 13-летняя гимнастка Рузия Муртазаева. В Краснодарском крае на чемпионате она заняла 2-е место. Важно отметить то, что Рузия выступала по программе кандидатов в мастера спорта. Я недавно принимала участие в Краснодаре и заняла 2-е место. Рузия воспитывается в многодетной семье. Поддержка каждого члена семьи немаловажна, отмечает мама гимнастки. Мы всей семьей ее поддерживаем, это наша звездочка. Рузяшка живет художественной гимнастикой, но очень нередко можно слышать «лови!» и Рузя в шпагате бьет по стенке. Вот она днем и ночью думает о гимнастике, действительно это для нее жизнь, а для нас она жизнь. Мы с прошлого года, нам Руслан Исмаилович нашел спонсора, мы очень-очень благодарны. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек встретился с юными спортсменками и пообещал, что всячески будет их поддерживать. Ведь успехи, которые приносят спортсмены, это репутация республики на фоне всей федерации. Руслан Бальбек отметил, именно тех, кто занимается благими делами, несомненно войдут в историю Крыма. Каждого предпринимателя, который участвует в социальных проектах, поддерживает талантливую нашу молодежь, наших спортсменов, наших одаренных студентов, школьников, мы готовы оказывать всестороннюю помощь и, естественно, продвигать их проекты в свою очередь, для того, чтобы у них была возможность помогать нашим спортсменам. Вот такой вот симбиоз позволяет быть успешными. Мы видим это и по взаимодействию с форвардом, который не только одевает наши спортивные федерации, которые участвуют во многих социальных проектах, и действительно, за что мы благодарны по всем предпринимателям, которые оказывают помощь нашим талантливым и одаренным детям. Мы готовы также публично, открыто говорить, называть их имена, фамилии, названия предприятий. То есть это позволит им иметь уже историю с республикой и незримую такую открытую связь с обществом. Также Руслан Бальбек подчеркнул, что очень важно оказывать поддержку талантливым молодым людям. В этой связи необходимо наладить контакт и привить культуру среди бизнес-сообщества. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». На сегодняшний день в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя активно ведутся работы по строительству 250 объектов. В их число входит строительство 3 детских садов в местах компактного проживания крымских татар в микрорайонах Фонтаны, Молодежная Хушкильде, а также строительство Центра полиэтнической культуры КИПУ. Проблемные вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы, будут решаться в тесном межведомственном взаимодействии всех сторон. Об этом заявил председатель Госкомнадзора Заур Смирнов в ходе очередного совещания по вопросам реализации плана ФЦП, которое состоялось в комитете. Эльвира Каракаш – молодая мама. Ее дочери Имине почти 3 года. Рассказывает, проживает в микрорайоне Фонтаны уже 5 лет. Отсутствие детского сада меняет распорядок дня молодой мамы. Ежедневно Эльвира Ханум проводит много времени со своей дочерью за чтением книг и журналов. Самый любимый – журнал «Арманчек».
Текер, 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 лемме, сахан ялан сөй лемме, ялан сөйленмес, сөйленген, севельмес. Конечно же, не обходится без прогулок на свежем воздухе, посещения детских игровых комнат, развивающих центров. Эльвира Ханум говорит, что искренне радуется, видя, как на месте, где долгое время был пустырь, строится детский сад. Значит, в нашем районе, а район этот Акмечеть, район этот микрорайон Фонтаны, то есть он очень густонаселенный, и, конечно же, детского садика не хватает. Для нас это очень полезно, очень хорошее мероприятие. Надеюсь, оно скоро закончится, и мы все-таки пойдем в детский сад. Мама немного освободится, я, может быть, пойду на работу. Вопрос строительства детского сада в микрорайоне Фонтаны, Молодежная, Хошкильде, а также в Евпатории, создание политехнического центра КИПУ и многое другое обсуждали в рамках рабочего совещания, в котором приняли участие представители служб капитального строительства, администрации города Симферополя, представители жилищно-коммунального хозяйства, а также представители подрядных и проектных организаций. По словам председателя Госкомнадзора Заура Смирнова, вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы, будут решаться в тесном межведомственном взаимодействии всех сторон. В микрорайоне Фонтаны строится дошкольное учреждение, детский сад на 260 мест. Мы также начали строительство этого объекта в конце прошлого года. Были некоторые проблемы. В процессе наших рабочих совещаний нам удалось их решить. И сегодня строительные работы ведутся полным ходом. Прежде всего это связано с рытьем котлована, то есть земляные работы. И ведется полностью подготовка начала к заливке фундамента. Поэтому по результатам, конечно, мы ожидаем, что появится полноценный детский сад в месте компактного проживания, рядом со школой. И помним, недавно совсем мы также там сдали 180-квартирный жилой дом. Как отметил глава Госкомнадзора, помимо детского сада в микрорайоне Фонтаны появятся аналоговые дошкольные учреждения в микрорайоне Хошкильде и Молодежная. На строительство каждого из них выделено уже 270 миллионов рублей. Также уже начато строительство Центра политехнической культуры КИПУ. По словам Зауры Смирнова, в ближайшее время такие совещания будут проведены в Евпатории, Ялте и Судаке. Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. В Севастополе прошли мероприятия, приуроченные к годовщине смерти известного крымско-татарского политика и общественного деятеля Номана Челебиджихана. 99 лет назад первый председатель правительства Крымской Народной Республики, организатор Курултая крымско-татарского народа, первый муфти мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии, был зверски убит анархистами, а его тело выброшено в Черное море. Наша съемочная группа побывала на траурном мероприятии. Стихотворение, а ныне гимн крымских татар «Антет Кенмен» стало для Номана Челебиджихана пророческим. Он поклялся умереть ради своего народа. И сегодня каждый крымский татарин, исполняя гимн, испытывает гордость за него и чтит память великого человека. День памяти состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств. Почтить память Номана Челебиджихана пришли представители администрации города, духовенства, общественных организаций, жителей и гости Севастополя. По традиции заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов прочел молитву. После этого он рассказал, что память о великом сыне народа Номане Челебиджихане – это не только дань справедливости, но и возрождение исторической правды. Он учен. Номан Челебиджихан – достойный сын не только крымско-татарского народа, но и Крыма. Он пожертвовал своей жизнью ради справедливости, свободы и мира. Мы его помнили, помним и будем помнить. Это важно. Наша задача – изучать его работы и передавать его идеи будущему поколению. У представителей общественных организаций, членов Общественной палаты Севастополя, а также национально-культурных обществ города была возможность выступить со сцены. Почтить память человека, который всем сердцем любил свою родину, который родил за свой родной народ, хотел ему быть полезным, который хотел его организовать, который хотел его объединить, а также хотел, чтобы на территории Крымского полуострова все народы, которые проживают, жили в мире и согласии. Это его одна из самых главных сентенций, которую он посылает сквозь те года. Председатель Севастопольского регионального центра крымско-татарской культуры Диана Асанова рассказала, что вот уже на протяжении 25 лет жители Севастопольского региона чтут память великого общественного и политического деятеля. Проводили на площади восставших. Общими усилиями джемат установили памятную доску. Мероприятия проходили там. Сейчас нам предлагают провести в Центре культуры и искусств. Это главное учреждение культуры города.
Думаем, что люди будут чувствовать себя здесь комфортно. Крымско-татарский вокальный ансамбль «Эдебиет» исполнил народные песни крымских татар, а также песни на стихотворение Номана Челебиджихана. Лучшие юные чтецы Севастополя продекламировали стихотворения, посвященные патриоту, великому сыну крымско-татарского народа. После траурного мероприятия все присутствующие направились на площадь восставших, чтобы возложить цветы и прочесть молитву у мемориальной доски Номану Челебиджихану. Именно здесь его содержали под стражей. Это здание раньше было тюрьмой. Когда его в первый раз посадили в тюрьму, то благодаря народу Номана Челебиджихана освободили. Повторно его посадили в тюрьму в 1918 году, а 23 февраля его зверски убили. Потом в течение дня пьяные матросы-анархисты убили более 600 человек. Общественные деятели прилагают все усилия, чтобы в ближайшее время на месте памятной доски установили памятник Номану Челебиджихану. Айша Шулакова, Умир Мустафаев, телеканал «Миллет». Проблемы развития крымско-татарского языка сегодня обсудили в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Обсудить эту проблему собрались представители литературного клуба «Эльхам». Основная проблема развития крымско-татарского языка кроется в том, что сегодня, несмотря на статус языка как государственного, в школах предмет преподается как факультатив, не хватает педагогического состава, а самое главное, в крымско-татарских семьях не говорят на родном языке, из-за чего у молодежи нет интереса к изучению языка. Отметили также и тот факт, что молодые люди, к сожалению, не читают литературу на крымско-татарском языке, что приводит к проблеме потери языка. Однако подчеркнули и приятные факты. Например, представительница азербайджанской автономии Арифа Мухтарова отметила, что благодаря крымско-татарским общественным деятелям и писателям развивался не только крымско-татарский язык, но и другие тюркские языки. В Симферополе прошел открытый республиканский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Героя России гвардия-майора Александра Достовалова. Он окончил Рязанское десантное училище, принимал активное участие в Чеченской войне, был солдатом легендарной 6-й роты. Погиб смертью храбрых. Посмертно Александру Достовалову было присвоено звание Героя России. Подробнее смотрите в сюжете Фадиме Ситмамут. Подобного рода соревнования в Крыму проводятся впервые. Около 150 борцов 2000-2001 годов рождения из Симферополя, Севастополя, Алушты, Бахчисарая, Красноперекопска, Советского, Белогорского и Симферопольского районов состязались за звание лучшего. Финалы летней спартакиады школьников пройдут в этом году. И как раз возраст 2001, 2002, 2003 года будут участвовать в этих турнирах. Конечно, это очень знаково, это фундаментально, что молодежь подтягивается. Это перспектива уже для сборной Республики Крым, которые вольются через 2-3 года уже во взрослый состав. Одним из организаторов турнира была общественная организация «Ветераны Афганистана и других локальных войн». Председатель организации Сергей Тарасов говорит, в дальнейшем планируется сделать этот турнир традиционным. Юные спортсмены, которые участвуют в этих, они воспитывают в себе силу духа, силу воли, волю к победе. То есть те качества, которые необходимы нашим настоящим защитникам Отечества, защитникам Родины. Вот. И самое главное, конечно, это преемственность поколений. Спортсмен из Октябрьского Красногвардейского района Эмин Ягьяев участвовал в возрастной категории до 16 лет. Уже 4 года он занимается вольной борьбой. Говорит, тренируется усиленно. 3 дня занимается в Симферополе, а в остальные дни у себя в поселке. Противник был достаточно силен. Опыта, и думаю, что у него было меньше. А так, в общем, неплохой соперник. Устал неплохо, выдохся. Занимаюсь уже борьбой 4 года, сейчас вот набираюсь опыта потихонечку. Как бы цель моя сюда прийти, не взять первое место, не победить, набраться больше опыта, стараться пробовать приемы и так далее. 13-летний Даниэль Арбелян на турнир приехал с Евпатории. Вольной борьбой занимается уже 7 лет. Признается, несомненный вклад в его спортивное развитие внес его тренер. Мой тренер Замир Смирч Авамилев. Мы тренируемся 2 часа в день, и в день 2 тренировки бывает. Мне нравится,
буду скоро бороться за первое место. Кубки, медали хорошие, призы хорошие, все хорошее. Все победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и дипломами. Кроме того, жюри определили обладателей почетных призов за волю к победе и за лучшую технику борьбы. Фатиме Сейтмамут, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». 3 марта юристы Госкомнадза проведут юридическую консультацию в городе Судак в администрации города по адресу улица Ленина, 85А. Телефон для справок 387 80. На сегодня это все новости. Увидимся с вами уже завтра в привычное время 13:00. Наш информационный отдел продолжает следить за ситуацией на полуострове и готовить сюжеты к следующим выпускам. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе всех событий на полуострове. Приятного вечера.